Всех кричала, все слюнявились. Кошмар. Маленький, да? Маленький. Бай. Здравствуйте, дорогие друзья, наши помощники. Очень хочется от всей души поблагодарить всех за помощь. 4 апреля прилетели наши хвостики в Москву. Благодаря вам, благодаря вашему участию, вашему неравнодушию. Всем огромное-огромное спасибо. Мы встретили Байрона, Байта и 4 щенков из гаража. Сегодня мы немножко расскажем поподробнее о нашем Байроне. Мальчишке очень повезло, что на него обратила внимание неравнодушная девушка из Якутска, Елена. Она его подкармливала, пускала в свой магазин, но понимала, что на улице ему небезопасно. И написала мне в личном сообщении просьбу помочь этому мальчишке. Понимая, что на улицах Якутска небезопасно, конечно же, мы взяли его под свою опеку и забрали на передержку. Ой, слушай, его плохо видно, он черный. Байрон там темно, и он черненький, плохо видно, слушай. Ну вот он, маленький зайчик, вот глазки. Может туда к окну, к свету. Прилетели, откуда? Вот он, вот Байрон. Байрон оказался очень веселым, энергичным и ласковым мальчиком. Сейчас, уже будучи в Москве, Байрон начинает искать своих родителей, и мы с удовольствием готовы знакомиться со всеми желающими приютить нашего красавца. Звоните, приезжайте, давайте все вместе найдем ему самый лучший дом. Так, идем дальше. А тут у нас вот такие прекрасные дети. Вот. Так, дальше. Что у нас тут? Вот такие чудесные дети. Слушай, такая морда классная у него. Хасеныш, да? Такие классные деточки. Обиделся, да? Ой. А второго и не видно. Вон он там, мордочка. Девочка, пандочка. Угу. Ай, какой, куда ты полез? Твои вот эти. Встали. Твои вот эти. И вот наша красота. Байт приехал в Москву на передержку туда же, где уже находятся наши Лапушка и Тера. Теперь малыши все вместе и дружно обучаются премудростям домашней жизни. Они учат основные команды, привыкают ходить на поводке, чтобы приехать к своим папам и мамам уже воспитанными, интеллигентными собачками. Прилетел Ванюша, смешной уволень и добряк, и тоже очень похожий на панду. Теперь у нас есть панда Катюша и панда Ванюша. Посмотрите, ведь она действительно похожа на панду. Только по характеру это активный, с пытливым и живым умом щенок. Д'Артаньян и 3 мушкетера. Так можно назвать нашу 4 хвостиков. Несмотря на то, что там 2 мальчика и 2 девочки. Да, теперь наша панда Катюша в Москве. 2 остальных щенков, совсем маленькими, очень были похожи на хасыд. Но сейчас уже очевидно, что в них течет кровь достойных собратьев-маламутов. Из этой замечательной 4 каждый из вас может выбрать себе собачку по своему характеру и вкусу. Смотрите и влюбляйтесь. Байтик оказался самым маленьким в нашей большой компании малышариков, хотя ему уже больше 4 месяцев. Спокойный, как истинная кита, он взирал на всех встречающих его кожаных человеков.
Байт нереальный, что внешне, что по характеру. Спокойствие самурая сменяется бесиловым маленького ребенка, которому все можно. Влюбляйтесь и забирайте домой нашего красавца. За последнее время у нас сильно прибавилось питомцев. Мы обращаемся ко всем, кто смотрит наш канал. Посмотрите, какие они красивые. И не только. Все собаки, прошедшие ад голода, холода и предательства, ценят человеческую заботу, ласку и доброту. Помогайте, пожалуйста, нам найти нашим хвостикам семьи. Ваши репосты, ваши предложения среди знакомых, хороших людей помогут якутятам найти дом, по которому эти собачьи дети сильно тоскуют. Они ведь так многое понимают. Следующий ролик будет из хороших новостей. Сейчас мы вам покажем, кто готовится на следующий вылет, который планируется 9 апреля. Наше поле. Ее мы показывали уже в предыдущем ролике. Каким образом она оказалась в ППЖ, нам неизвестно. На цепи она просидела, как и положено, 10 дней. И должна была уехать в какую-то якутскую деревню. Но в последний момент нам удалось ее перехватить. Поскольку забирали мы ее в экстренном порядке, у Поли нет совсем финансовых помощников, и в копилочке у нее нет денежек. Но мы все верим, что вы поможете нашей девочке улететь 9 апреля в Москву и там найти себе лучших пап и мам. В 105-й раз я пишу эту фразу, и до сих пор глаза наполняются слезами. В ППЖ у бывшей домашних собаки абсолютно нет никаких шансов, чтобы выжить. Посмотрите на этих молодых собачек. Они жмутся друг к другу, потому что рядом нет больше никого, кому бы они могли доверять. Они трепетные и нежные, как две лани, Венера и Барни. В ППЖ их принес бывший хозяин под предлогом, что они уезжают и с собой взять малышей не могут. Конечно же, оказавшись в незнакомой обстановке после домашней жизни, детки были в жутком стрессе. Это видно даже по первым фотографиям и видео, с абсолютным непониманием, что происходит и почему они стали никому не нужны. У семьи, в которой жили эти две красивые собачки, случились непредвиденные обстоятельства. Срочный отъезд, видимо, на Луну. Собакам места там в их ракете, видимо, не нашлось. Вот так люди совершенно спокойно бросают своих питомцев на произвол судьбы. Барни, как истинный джентльмен, пытается ее успокаивать. Только от вас зависит сейчас их судьба. Помогите этим несчастным малышам улететь в новую счастливую жизнь, в которой их уже больше никто не бросит и не предаст. Вот от такой красоты хозяин решил избавиться. Бедося еще не знает, что ее ждет. Холодный вольер с более агрессивными сородичами или будка с цепью. И это после домашней жизни, казалось бы, с хорошим хозяином. Собака очень красивая, породистая. Скорее всего, хозяин не смог или не захотел воспитать своего питомца и теперь готов избавиться от нее, как от надоевшей игрушки. Конечно же, мы найдем этой молодой, красивой девочке дом и семью, и все у нее будет хорошо. Только сейчас нам нужна ваша помощь. Хвостиков на группе очень много, и мы просим вас помочь нашим подопечным на вылет.